Привет, друзья! Сегодня поговорим о том, как Россия поддерживает Шора не только предоставляя политических консультантов и медиа-активы, но и политические активы в Гагаузии. На этой неделе вышло очередное расследование проекта «Райс Молдова» и Центра досье под названием «Кураторы Молдовы из ФСБ». Расследование рассказывает, кто и как в ФСБ пытается влиять на молдавскую политику и через кого спецслужбы России курировали политтехнологов, которые помогали Додону, Чебану и партии социалистов проводить свои избирательные кампании, а также о сценариях российских спецслужб по захвату Молдовы. Это очередное важное расследование журналистов РАИС, Молдова и Центра досье, которое дает нам больше понимания и информации о том, как российские спецслужбы работают в Молдове и кто является их клиентами в молдавской политике. Еще 2 года назад РАИС Молдова и Центр досье опубликовали серию статей из проекта «Кремлинович». О серии расследований «Кремлинович» я говорил в предыдущем выпуске. Сегодня я предлагаю поговорить о реакции из Гагаузии на последнее расследование РАИС Молдова и Центра досье и о том, как действия гагаузских политиков не опровергают, а подтверждают информацию из этого расследования. Но обо всем по порядку. В последнем расследовании РАИС и Центра досье, в частности, говорится, кто в ФСБ курирует пророссийских молдавских политиков. Им оказался Дмитрий Милютин, генерал ФСБ. В ФСБ Милютин занимает должность заместителя главы департамента оперативной информации 5-го управления ФСБ. Как сообщают российские расследователи, 5-е управление ФСБ – это то самое подразделение, чьими отчетами руководствовался Кремль, принимая решение начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Помимо имен и фамилий людей из ФСБ, по сути управляющих подрывной деятельностью в Молдове, в этом расследовании опубликовано несколько аналитических записок с рекомендациями о том, как России использовать мягкую силу для распространения своего влияния в Молдове и сценариями захвата Молдовы. Читая эти аналитические записки, приходишь к выводу, что провал так называемой специальной военной операции России в Украине не случайен. В этих аналитических записках не анализируется и не описывается ситуация в Молдове, а описываются убеждения их авторов, где они выдают желаемое за действительное. Например, в докладе аналитического центра Альфа, который связан с ФСБ, очень часто используется слово «узурпация власти со стороны ПАС». На том лишь основании, что ПАС по итогам парламентских выборов получил большинство в парламенте и кандидат от ПАС выиграл выборы президента. Аналитики из ФСБ, наверное, не знают, что такое демократия. Демократия – это когда периодически проводятся выборы, и партия, получившая большинство, получает мандат на управление страной, в том числе и право назначать на различные должности. Следуя логике аналитиков из ФСБ, мы смело можем сказать, что Ирина Улах и Ион Чебан узурпировали власть в Гагаузии и муниципии Кишинев, поскольку, получив мандат по итогам выборов, стали расставлять своих людей на различные позиции. Понятное дело, не на все, а только на те позиции, куда они могут назначать в соответствии со своими компетенциями. Абсолютно то же самое делает ПАС и президент Майя Санду, только почему-то по логике ФСБ в одном случае это узурпация, а в другом нет. Доклады аналитиков из ФСБ больше похожи на смесь конспирологии и реваншизма. По большому счету, кураторы молдавских пророссийских политиков из ФСБ не скрывают своего желания и мечты о восстановлении СССР. Об этом, в частности, мечтает тот же Милютин. У них даже шутки и подарки друг другу стилизованы под символы из Советского Союза. Как, например, вот этот вот шуточный или эта шуточная стилизация под советскую денежную купюру, которую сделали к 50-летию Милютина. Для реализации своих мечт российские ФСБшники предлагают 3 сценария. Первый сценарий – создание коридора до Приднестровья через Южную Украину с последующим признанием Приднестровья. Сейчас Россия не признает независимость Приднестровья. Второй сценарий – захват всей Молдовы. И третий сценарий – выход к границам Приднестровья без признания независимости. Читая эти доклады, понимаешь, что провал так называемой специальной операции России в Украине закономерен. Эти рукожопы ни на что не годятся. И слава богу. В расследовании о кураторах из ФСБ также говорится о молдавских политиках, которым помогают российские спецслужбы.
предоставляя им политтехнологов и помогая в организации избирательных кампаний. Этим, разумеется, все не ограничивается. К этому прилагается и щедрая финансовая поддержка на подкуп должностных лиц, оплату услуг политических консультантов, содержание избирательных штабов и партийного актива. Об этом говорит и сам Дадон в том видео, которое слил Плохотнюк после своего бегства, где Дадон просит Плохотнюка дать ему денег на зарплаты для партийного актива и говорит, сколько обычно ему выделяет Москва на содержание партии социалистов. После публикации последнего расследования Райс Молдова и Центра досье друзья России в Молдове кинулись защищать то ли себя, то ли Кремль. Иван Чебан пошел на журнал ТВ к Алексу Козеру оправдываться, но не мог ответить на элементарный вопрос. Что искали в ночь после выборов в офисе избирательного штаба Чебана трое политтехнологов из России, связанные с ФСБ? С Чебаном понятно, ему надо было что-то отвечать. Пусть он и не дал убедительного ответа, но хоть не испугался прийти на канал, который его не жалует. Но совершенно неожиданно на это расследование отреагировала Ирина Влах. Ирина Влах сделала это в очень необычной манере в беседе с евродепутатом из Румынии Марией Грапини. Грапини явно приехала в Молдову помочь молдавскому преступному синдикату сбить информационную волну от нескольких информационных поводов, неугодных Плохотнюку, Шору Дадону и их кураторам и партнерам из российских спецслужб. Начиная с конца прошлой недели таких поводов было несколько. Новость о включении Шора и Плохотнюка в санкционный список США, расследование Washington-Post, где говорится о планах России по дестабилизации ситуации в Молдове и зарплате Дадона в молдо-российском деловом союзе, и расследование Райс и Центра досье о кураторах Молдовы из ФСБ. Мария Грапини вдруг приехала в Молдову, хотя до этого не проявляла особый интерес к Республике Молдова. В Европарламенте от Румынии есть другие депутаты, которые гораздо более активны в отношении Молдовы. Часто посещают нашу страну, комментируют политическую ситуацию в Республике Молдова и входят в структуры Европарламента, участвующие в разработке политик и решений, связанных с Республикой Молдова. К числу таких депутатов, например, относится Зигфрид Муришан, которого часто цитируют молдавские СМИ. Он часто бывает в Республике Молдова и, что называется, в теме. Но точно не Мария Грапини. Но, видать, Зигфрид Муришан не устраивает преступный синдикат, поскольку не стал бы обелять его членов. А Мария Грапини стала не напрямую, а через критику ПАС. Примечательно, что Грапини дала интервью Георгию Гонца на телеканале Н4, где сейчас вещает Наталья Марарь. А Наталья Марарь, как известно, полюбила Вячеслава Платона, который сейчас скрывается от молдавского правосудия в Лондоне. И к Наталье Марарь, и к Георгию Гонца часто ходят эксперты из пула Плохотнюка и Платона. В своем интервью Георгию Гонца Грапини поддержала протесты Шоры. Грапини называет себя унионисткой и ведет себя так же, как партия АУР, популистская и прокремлевская партия в Румынии, эксплуатирующая национализм, евроскептицизм и унионизм. Интервью Грапини Георгию Гонца растиражировали все пророссийские СМИ в Молдове. С ней также встретилась Ирина Влах. Соответствующий пост Ирина Влах сделала в своих социальных сетях. Вот что сказала Влах на встрече с Грапини. Помимо энергетического кризиса, через который проходит Республика Молдова и о котором говорят на различных платформах, есть и реальный риск возникновения кризиса легитимности партии власти. Отсюда вытекают риски, которые ставят под угрозу европейский путь страны, сказала глава Гагаузии. Нормально, да? Еще недавно Влах критиковала договор об ассоциации с ЕС, называя его кабальным, а сейчас критикует проевропейское правительство ПАС, при котором Молдова получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз за то, что оно якобы может поставить под угрозу европейский путь страны. Давайте посмотрим, как говорила Влах о европейском пути еще несколько лет назад. Затяжной экономический и политический кризис лишает людей веры в будущее, заставляет их навсегда уехать отсюда. Ситуацию усугубляет навязанное извне кабальное соглашение ассоциации с Евросоюзом, которое привело к разрыву жизненно важных экономических связей с Российской Федерацией как автономией, так и Республики Молдова в целом. Это цинизм высшей марки.
И кому Ирина Влах высказывает свои опасения? Марии Грапини, евроскептику, популистке и, как ее часто называют румынские СМИ, малограмотной, поскольку в коротких сообщениях в своих социальных сетях Грапини делает кучу ошибок. Например, вот эта новость о том, что Мария Грапини придумала новую страну – Летицию. Хотела написать Летония, Латвия по-румынски, а написала Летиция. Или, например, Тель-Авив вместо Тель-Авив. По большому счету, Грапини попадает в хроники румынских СМИ в основном в связи с грамматическими ошибками в своих постах. В этом, наверное, Ирина Влах увидела в Грапини родственную душу. Тут привлекают внимание несколько моментов. Во-первых, с чего вдруг Башкан Гагаузий обсуждает с евродепутатом протесты Шора, представляя их как чаяние народа, а не проплаченные акции, где так называемым протестующим платят по 400 леев за день протеста и $100 за ночлег в палатке. Упустим тот факт, что Мария Грапини популистка, евроскептик и малограмотная. Возьмем во внимание только то, что она евродепутат. В этом случае Башкан Гагаузии на встрече с евродепутатом должна обсуждать вопросы Гагаузии и то, как ЕС может помочь автономии. А учитывая, что Мария Грапини евроскептик, популистка и малограмотная, тогда с ней вообще незачем встречаться. Вообще, приезд Грапини в Молдову выглядит как проплаченный визит, чтобы дать повод прокремлевским СМИ и политикам в очередной раз покритиковать правительство ПАС и сбить информационную волну от неприятных для пророссийских политиков новостей. Смотрите, мол, евродепутат и тем более из Румынии критикует правительство ПАС. И ничего, что это евродепутат в одном слове делает 3 ошибки. И до этого к Республике Молдова особо интереса не проявляла. Более того, в самой Румынии ее мало кто знает. Но такие подробности про эту евродепутатку прокремлевские СМИ не рассказывают. Во-вторых, с чего вдруг Влах начала защищать протесты Шора? В Гагаузии весь август шли протесты, и Влах их никак не комментировала. А сегодня защищает протесты Шора, в отношении которых есть куча доказательств и подтверждений, что они проходят с нарушением принципов демократии и закона, потому что протестующим платят. Более того, Влах считает эти протесты мирными, а участники этих протестов, по мнению Влах, не представляют угрозу общественной безопасности. Ну, во-первых, сам факт того, что эти протесты организует Шор, ограбивший банковскую систему Молдовы, а ему в этих протестах помогает Плохотнюк, Платон и ФСБ, сам этот факт представляет угрозу национальной безопасности Республики Молдова. Во-вторых, на эти так называемые протесты приходит много агрессивных людей. Я тоже Сталин. Cine vă trimis aici? Corvotina, Angelci, tu te chida mă, tu cum treaba. Curvă. Ce mată, că e futura. Eu zic să vă liniștiți. A ce scrie? Ce, nu mai vreau, ce să mai arăt ceva? Să vă păstrați calmul și Auzi, să mai arăt ceva ții? Da, vă rog. Ce-ți faci la noi, Moldova, ăi? Părinți, cum trăiesc? Păstrați distanța și Cum calmul. trăiesc, părinți? Închis, mă. Назвать эти протесты мирными язык не поворачивается. Но у Влах другое мнение. В-третьих, на встрече с той же Грапини Влах заявила, что заявления официальных лиц о вмешательстве Кремля в молдавскую политику звучат малоубедительно для граждан, озабоченных тем, как прокормить семьи и оплатить счета. С какого перепугу Ирина Влах стала парировать в ответ на сообщение о вмешательстве Кремля в молдавскую политику? Я не к тому, что она не продвигает интересы Кремля. Я о том, что раньше она на такие обвинения не обращала внимания. Почему Влах вообще об этом заговорила? В информационных поводах последней недели, я имею в виду новость о включении Плохотнюка и Шора в санкционный список США, расследование Washington-Post и последнее расследование Райс Молдова и Центра досье, Влах не упоминалась. Влах упоминалась в расследовании Кремлинович, которое вышло еще в 2020 году, но тогда она его никак не комментировала. Так почему же Влах кинулась защищать протесты Шора и парировать на сообщения и неопровержимые факты о вмешательстве Кремля и российских спецслужб в выборы и внутреннюю политику в Республике Молдова? Я думаю, что Кремль, что называется, решил
навалиться всеми своими ресурсами в Молдове и подсобить главному фавориту Кремля Шору с его главным проектом – организацией государственного переворота в стране и свержения законно избранной власти под видом протестов широких масс. Поэтому все агенты Кремля запустили шарманку про то, что людям нечего кушать, и они умрут от голода и холода зимой. Очевидно, что та же власть не делает это по своей воле. Вероятно, поступила команда поддержать Шора, даже с угрозой засветить своего агента, который столько лет выстраивает себе образ проевропейского политика. Тот факт, что Ирина Влах выступает с поддержкой явных антимолдавских проектов Кремля, к сожалению, на статус Ирины Влах в Гагаузии пока никак не влияет. Ее электорат в Гагаузии, да и подавляющее большинство жителей автономии не видят в этом проблемы. Российская пропаганда успела их убедить в том, что проплаченный протест Шора – это не попытка свержения законно избранной власти, а чаяние народа. Российская пропаганда настолько промыла мозги жителям Гагаузии, что протесты Шора, преследующие антиконституционные цели, популярны, а меры правительства по выходу из энергетического кризиса нет. Положительно о протестах Шора высказывается не только Ирина Влах. Михаил Влах, организатор августовских протестов в Гагаузии, который заявлял, что не будет присоединяться к протестам в Кишиневе, стал пиарить хлеб Шора за 1 лей. На юбилее региональной общественной телерадиокомпании ГРТ присутствовал и примар Тареклии от партии Шор Вячеслав Лупов. Какое отношение шоровский ставленник из Тареклии имеет к ГРТ? Не совсем понятно. К слову сказать, председателем наблюдательного совета ГРТ является Михаил Влах, организатор августовских протестов в Гагаузии, а директором ГРТ – соорганизатор августовских протестов Вадим Анастасов. Бывший Башкан Формузал активизировался в последнее время и удивляется большому количеству полиции в Кишиневе в день протестов Шора. И остальные гагаузские политики говорят о Шоре как о покойнике, либо хорошо, либо ничего. Зато активно критикуют партию ПАС и Майю Санду, не замечая внутренних проблем в Гагаузии. В общем, кремлевский актив в Гагаузии стал активно работать на Шора. С одной стороны, это выглядит нелогично. Влах пытается выстроить карьеру в национальной политике. По своей инициативе или по заданию Кремля мы не знаем. В данном случае это не так важно. Но мы с уверенностью можем сказать, что она нацелена на национальную политику. А если так, то партия Шор и ее прямой конкурент. И казалось бы, ей нет никакого резона помогать Шору, тем более пиарить Шора в Гагаузии. Шор не был популярен в Гагаузии, результат партии Шор в Гагаузии был в пределах 10%. Обыкновенная логика подсказывает, что Влах и ее активу нет смысла пиарить Шора. Но эта логика работает в условиях аутентичной политической конкуренции. Но поскольку аутентичность политической конкуренции в Гагаузии и на левом фланге в Молдове на том же уровне, что и аутентичность протестов Шора, то здесь работает другая логика. В этом случае логика сводится к необходимости продвигать план кураторов из Кремля, который на данном этапе направлен на свержение власти в Кишиневе, о чем в своих онлайн-сеансах гипноза сторонников партии Шор говорит сам Шор. Но тут возникает другой вопрос. Кремль явно не видит Республику Молдова независимым и суверенным государством. Доклад близкого к ФСБ Альфа-центра, который опубликовал Райс Молдова и Центр Досье, предлагает несколько сценариев для Молдовы, которые включают частичную либо полную оккупацию Молдовы. Казалось бы, Башкан Гагаузии должна понимать, что оккупация Республики Молдова России лишает Гагаузию субъектности. Это в рамках независимой Республики Молдова Гагаузия может влиять на политические процессы в стране. А в Молдове, поглощенной Россией, Гагаузия ни на что влиять не сможет. Одно дело быть автономией в независимой и суверенной Республике Молдова, чье население составляет от 4 до 5% от общего населения страны. И совсем другое дело, если Республика Молдова, не дай бог, будет поглощена Россией. Тогда Гагаузию на карте даже в микроскоп не будет видно. Но это все логика для самостоятельных политиков, которые сами определяют свою повестку и сами вырабатывают и принимают решения. Это не про Ирину Влах и про гагаузских политиков. С другой стороны, Ирина Влах понимает, что в конкурентной политике, где ей не помогают кураторы из Кремля, не финансируют ее избирательные кампании и не предоставляют политических консультантов, у Ирины Влах нет никаких шансов не то что протащить в парламент свою партию, но даже избраться Башканом. Ее второй башканский срок заканчивается. В условиях европейской Молдовы с функционирующей судебной системой и конкурентной политической средой ее будущее как политика очень туманно. А в оккупированной Россией Молдовы
у Ирины Влах появляется шанс на новую политическую жизнь. Как минимум остаться башканом, но уже выполняя роль гауляйтера. А там, глядишь, и станет гауляйтером национального уровня. Шансы Ирины Влах и таких, как Ирина Влах, играть хоть какую-то роль в молдавской политике пропорциональны влиянию России на молдавскую политику. Поэтому такая болезненная реакция на разоблачение агентов Кремля и кураторов Молдовы из ФСБ. Абсолютно ясно, почему гагаузские политики так преданы России. Они не способны самостоятельно формировать повестку и продвигать ее. Они способны быть политиками в парадигме и в политическом поле, которое создала Россия. Поэтому мы не видим от них действий, направленных на обеспечение интересов Гагаузии и гагаузского народа. Сегодня совершенно очевидно, что интересы путинского режима не сходятся с интересами гагаузского народа. Гагаузам не нужна эта преступная война, где путинский режим уничтожает мирных граждан и гражданскую инфраструктуру Украины. В интересах Гагаузии сохранение независимой и суверенной Республики Молдова, интегрированной в Европейский Союз. Тогда Гагаузия может сохранить свою субъектность в молдавской политике. В случае оккупации Молдовы Россией Гагаузия потеряет свою субъектность, что кратно ускорит процесс исчезновения всего гагаузского. Но гагаузские политики не видят в этом проблемы. Если бы они видели в этом проблему, тогда Россия не помогла бы им занять лидирующие позиции в Гагаузии. Поэтому сегодня Гагаузией управляет Дмитрий Константинов и Ирина Влах. Один толком говорить не умеет и с прессой коммуницирует через подконтрольных депутатов, а другая далеко не ушла. И отличаются лишь тем, что за 17 лет в политике научилась ходить на удобные для себя телевизионные каналы, где согласованы и вопросы, и ответы, и коммуницирует через посты в социальных сетях, написанные кем-то вроде Драганча. Иными словами, Гагаузией управляют люди, которые не имели бы ни малейшего шанса в политике без поддержки России и в конкурентной политической среде. Поражает еще и то, что после начала полномасштабной агрессии России против Украины в Гагаузии закончилась политическая конкуренция и местная политика. Практически все, кто критиковал Влах, перестали это делать и переключились на критику ПАС и поддержку протестов Шора. Народное собрание уже не требует подотчетности исполкома и башкана Гагаузии. Сказать, что с 24 февраля управление Гагаузией стало эффективнее, нет, не стало. А что же изменилось? Изменились приоритеты кураторов из Кремля, а вместе с тем и приоритеты кремлевских прокси в Гагаузии. До тех пор, пока сохраняется влияние Кремля в Молдове, уделом Гагаузии и гагаузских политиков будет обслуживать интересы Кремля и быть на подтанцовке у воров и барыг.